В эфире телеканала «Якутия-24». Актуальное интервью. Темой нашей сегодняшней программы станет «Год добровольца в республике». И гость нашей студии – министр по делам молодежи и семейной политики республики Иван Луцкан. Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Спасибо, что выделили время и приехали в студию. Хотелось бы начать разговор с того, какие главные мероприятия Года добровольца в Якутии запланированы, какие уже провели, что, на ваш взгляд, Год добровольца для региона и на чем сделан акцент. Но в первую очередь хотелось бы определить самое основное мероприятие, которое проводится у нас в республике. Это Дни единых действий под названием «Республика добра». То есть каждое 5 число каждого месяца тематические мероприятия, связанные с волонтерством у нас в республике, они организовываются силами как компаний, так и органов государственной власти, органов местного самоуправления. И в целом единой командой мы творим добрые дела. Вот если по плану у нас было так, очерчено, скажем так, 1000 добрых дел, которые мы должны были реализовать в течение года добровольца-волонтера, то можно уже смело сказать, что мы их перевыполнили в несколько раз. Что означает вот этот День единых действий? К примеру, 5 октября, ближайший день, он будет называться «Старость в радость». Это когда в рамках проведения декады помощи пожилым людям волонтеры будут оказывать им всяческую поддержку, будь то связано с доставкой продуктов питания, будь то связано с уборкой их помещений и так далее, и так далее. То есть волонтеры сами изъявляют желание, через платформу заявляются и участвуют в этих добрых акциях. Если уже говорить о конкретных цифрах, то можно уже смело сказать, что у нас, как говорится, надо начинать с себя, то органы государственной власти и органы местного самоуправления, за что, конечно, всем коллегам спасибо, особенно на уровне местного самоуправления, они активно подключились к этой теме, и сотрудники государственных учреждений выходят и участвуют в таких акциях. Что касается количества, к примеру, можно взять географию, она обширна, к примеру, в Алайхе организовали эко-субботник по уборке территории одного из озер силами предприятий одного из домов-интернатов. К примеру, в Якутске организовывают постоянные мероприятия, связанные с помощью непосредственно лицам пожилого возраста, ветеранам Великой Отечественной войны. Более 531 человека приняли участие в такого подобного рода акции только за последнее время. И в целом охват, если взять волонтерством и у нас в республике, то он уже давно перевалил за несколько десятков тысяч человек, кто по велению своей души участвует в подобного рода мероприятиях. Иван Петрович, а что ожидать от Республиканского форума волонтеров, который пройдет в конце сентября? Да, мы запланировали на 28-29 сентября проведение Республиканского форума волонтерства. Он будет состоять из 2 этапов. Первый этап – это образовательный часть, в рамках которого непосредственно всех желающих, кто примет участие, он пройдет в общественном центре, будут обучать специалисты, эксперты, лекторы по различным направлениям, в том числе, что лично, допустим, я считаю важно, корпоративное волонтерство. Это когда непосредственно компании уже принимают у себя крупные программы, связанные с добровольчеством, и есть хорошие примеры этому, это, например, компания «Якутскэнерго» или «Алмаз-Эргенбанк», у которого уже сложилась традиция по проведению различных волонтерских акций, и специалисты принимают в них активное участие. Это будет и социальное волонтерство, спортивное волонтерство. Это будет в целом оказание методической помощи волонтерским организациям. Это будет взаимодействие с управлением Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия, связанное с регистрацией уставов, изменения в уставах, то есть чтобы наши волонтерские организации соответствовали законодательству России, чтобы они вели правомерную деятельность и смогли принимать участие, соответственно, в различных конкурсах грантовых, в том числе о которых вы сказали в начале выступления, что Росмолодежь активно сейчас будет проводить подобного рода мероприятия, и наша задача сейчас активно подключиться к этому процессу и выиграть эти гранты. И вторая часть – это конкурс, региональный этап конкурса «Добровольцы России». В Якутии всегда отличалась тем, что у нас добровольческое движение уже развивается, скажем так, испокон веков, и наша задача сейчас наших добровольцев показать на уровне Российской Федерации, что мы умеем, что мы можем и в каких мероприятиях мы участвуем. Вот этот региональный этап, он пройдет тоже в рамках образовательного форума. У нас более 80 заявок уже есть, и они все регистрировались на сайте «Добровольцы России».
Тогда такой вопрос, чем отличается спонтанное волонтерство от организованного, и обязательно ли нужно заявлять о своих намерениях, помочь нуждающимся и вступать в соответствующие движения? Это, как говорится, прерогатива каждого человека. Он вправе решать, как ему лучше быть в организованной группе лиц, которая создает какие-то мероприятия и творит добрые дела, или же быть романтиком, который занимается волонтерством по велению сердца. Хотя на самом деле их все объединяет одно – желание помочь друг другу. Организованные группы чем хороши? То, что они в первую очередь сплачивают волонтеров, что у них есть возможность помочь большему количеству нуждающихся, и понятно, что они более организованы с точки зрения участия в каких-то крупных кампаниях, а волонтер неорганизованный, он находит время в своем графике и оказывает помощь, допустим, какому-то определенному человеку. Но это не системная уже работа. А вот что касается организованных групп, то это уже затачивается под конкретное мероприятие, соответственно, и охват больше, друзей больше, и возможностей больше. Ведь на самом деле, вот Александр Сергеевич, избранный глава республики, выступая на форуме «Синергия Севера», он отмечал о том, что наша-то самая главная задача в чем государство? Это создать условия для того, чтобы волонтерское движение развивалось. И сделать это на системной основе, по большому счету. И здесь так и есть. То есть вот площадка «Доброволец России», которая сейчас существует, которая запущена, она именно для этого и создана. То есть там регистрируется мероприятие конкретное, где необходима помощь волонтера. Туда доброволец заходит, он регистрируется под своим аккаунтом, и он может выбрать ту тематику, по которой ему лучше всего получается оказывать вот такую помощь, вот по тем направлениям, которые я вычитал. Та, которая ближе. Да, которая ближе. И это очень удобно для тех, кто ищет, кому помочь, и для тех, кто хочет создать мероприятие, для кого нуждается в помощи. А какие направления волонтерства больше развиты в Якутии и в каких сферах еще слабо и нужно поработать над этим? Ну вот я уже упомянул в начале по поводу корпоративного волонтерства. Мы считаем, что это одно из перспективных, скажем так, направлений развития, где еще необходимо проводить работу, чтобы сами организации принимали в этом активное участие. Но можно что сказать? Вот буквально недавно у нас была генеральная уборка по стране, если слышали. И вот как раз-таки выехал на природу, смотрю, женщины две убираются. Я очень удивился, подошел, спросил, а с чем связано вот это стремление? Говорит, ну вот мы услышали, что генеральная уборка, сами вышли и решили убраться. Вот, скорее всего, это то, к чему мы идем. То есть сами люди уже осознают значимость своего труда, значимость волонтерского труда, и то, что это делается, это для всех окружающих, и для себя в том числе. И, скорее всего, вот это вот направление, которое связано с поддержкой любого волонтерства, которое связано с тем, чтобы он мог себя реализовать, мы и дальше будем продвигать. Очень отрадный пример. С такими темпами нам недолго построить гражданское общество. В этом году создан региональный ресурсный центр по обучению добровольцев для поиска пропавших людей. Что он из себя представляет и успел ли уже себя показать? Ну, Якутия наслышана, что у нас очень часто, особенно в период рыболовного сезона или в период ягодно-грибного сезона, пропадают взрослые, пропадают дети. Но в первую очередь у нас здесь направленность на детей, на поиск пропавших. И этот центр для чего необходим? Есть примеры, когда бывает клич, брошенный в социальных сетях, о том, чтобы массово выйти волонтерам на поиск детей. Но когда волонтеры выходят, они не экипированы, они не знают, как искать, они не знают простых элементарных правил нахождения в лесу. И из-за этого результат порой от работы этих волонтеров, он нивелируется. Поэтому задача центра, в первую очередь, это обучить волонтеров, которые могли бы передавать свой опыт по поиску непосредственно людей и достигать, естественно, результата в поиске таких людей. Ну вот хороший пример, когда в Алекминске девочка пропала, 4-летняя. Вот там был организованный процесс, и волонтеров специально подготовили по поиску этой девочки. Результат мы видим налицо. Девочка была найдена, живая, здоровая, слава богу, и сейчас в бодром здравии. Вот об этом мы и говорим. Мы планируем обучить в первую очередь этих волонтеров методам оказания первой помощи. Это 360 где-то волонтеров будет обучено по республике. Вот опять же я хочу поблагодарить наше муниципальное образование, которые активно откликаются и ведут поиск непосредственно на местах таких людей, которые готовы заниматься таким видом деятельности. Понятно, что их будут обучать навыкам поиска людей
непосредственно в лесу, в трудной проходимой территории и так далее. Будут обучать профессиональные спасатели. Для этого у нас и заключено несколько соглашений, которые и с Министерством по чрезвычайным ситуациям, и с общественной организацией «Спасатель», те, которые к этому готовы и готовы передавать свой опыт. Поэтому мы считаем, что мы достигнем определенный результат в этом направлении. Иван Петрович, и в завершение программы бывают такие истории, что связанные с мошенничеством. Могут ли быть подобные риски для добровольчества и как защититься от подобных ситуаций? Знаете, никто не защищен от фейков, и порой мы тоже иногда сталкиваемся с той ситуацией, когда под добрым знанием мошенники пытаются заработать себе определенный доход. Здесь что можно посоветовать? В первую очередь проверять информацию, которая получается в социальных сетях посредством WhatsApp мессенджера. Мы стараемся все добровольческие акции афишировать и на нашем официальном сайте, и через государственные СМИ. И также у нас есть официальные аккаунты в социальных сетях, где вот эта вся информация можно будет проверить или опровергнуть. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки люди доверяли добровольцам, но в то же самое время были иногда настороже, когда чувствуют какой-то определенный подвох. Поэтому призвать можно здесь только активно подключаться к этому добровольцу, чтобы не стать самим жертвой мошенников. А говоря о конкретных цифрах, ставите ли вы перед собой к концу 2018 года набрать определенное количество добровольцев? И если да, то можно ли озвучить эти цифры? Я уже сказал, что, в принципе, мы уже предвосхитили тот результат по количеству добрых дел, которые ставили для себя, как определенный индикатор, хотя на самом деле в этих делах нельзя цифры ставить. Чем больше людей в этот процесс вовлекается, тем это лучше. Вот у нас была планка 1000 добрых дел, и она уже за 2000 уже перевалила. Значит, у нас сейчас насчитывается более 8000 волонтеров в различных организациях и вольных романтиков души. Это большое достижение для Якутии, и на самом деле это можно еще эту планку поднимать и поднимать, потому что волонтером может быть каждый. Каждый, кто готов помочь частичкой себя ближнему. Поэтому я думаю, что границ здесь достичь, они для нас необъятные, скажем так, и возможность для роста она всегда имеется. И главная задача, чтобы год добровольца был для этого определенным стартом, чтобы дальше эта система развивалась, и наши волонтеры дальше продолжали заниматься этим добрым делом, за что им огромное спасибо всем, кто дарит себя другому. Иван Петрович, спасибо за беседу. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был Иван Луцкан, министр по делам молодежи и семейной политики республики. Поговорили мы на тему Года добровольца в нашем регионе. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.